глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Первое, на что глава Якутии обратил внимание, подводя итоги уходящего 23-го года, это устойчивость экономики республики, подчеркнув вклад региона в укрепление экономического тыла страны и преодоление беспрецедентных санкций. Валовый региональный продукт за 23 год оценивается не менее чем в 2,3 триллиона рублей, а его реальный рост составит 3,5%. Якутия – первый регион в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период. При этом растут и собственные доходы консолидированного бюджета, которые достигли в этом году рекордного объема в 255 миллиардов рублей. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России, ее крепким экономическим тылом. Экономика республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Из года в год обновляются рекорды по добыче нефти и газа, удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. Развитие Арктики, появление горнопромышленного кластера, атомной станции малой мощности, строительство дорог, отметил Айсен Николаев в ходе ежегодного послания. Стратегическая задача на ближайшую перспективу – это ускорение строительства автодороги Яна, которая свяжет огромные территории от Найбы в Северно-Ледовитом океане до Хандыги на федеральной дороге Колыма с выходом к Охотскому морю. Промышленный рост оказывает сейчас прямое влияние на качество жизни населения. Программа газификации реализуется опережающими темпами. Количество районов и населенных пунктов увеличено за счет того, что подключаются таковые по ходу трубопроводной системы. В ближайшие месяцы стартует строительство Ленского моста. Ввод объекта запланирован на 2028 год. Айсен Николаев отметил, что в этом году с завершением проектирования получены первые решения по объемам федерального финансирования. Также сформированы земельные участки и переустроены инженерные сети. 50-м мостом, построенным в республике за 5 лет, стал новый мост через реку Нюя в Ленском районе, который открылся 7 ноября. В следующие 5 лет должно быть построено еще 50 новых мостов через реки Якутии. Особое внимание в социальной политике следующего года уделять детям. Глава Якутии объявил наступающий 24-й годом детства в республике. Главными направлениями станут полный охват углубленной системой диспансеризации, организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей, снижение рисков инфекционных заболеваний, охрана психологического благополучия каждого ребенка и, конечно, создание здоровой среды и условий для их физической активности. Это всестороннее развитие наших детей. Поэтому вот аналог пушкинской карты, который распространяется для подростков и молодых людей с 14 лет. И такой же будет аналог карта юного жителя Якутии для детей с 7 до 13 лет включительно. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что ни один ребенок в регионе не останется без внимания. И с вкладом в каждого маленького жителя Якутии будет увеличиваться и вклад в развитие будущего республики. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск.